Ну, я, во-первых, хотел бы поблагодарить всех участников третьей секции. Секция у нас была практическая полностью, и в ней принимали участие именно те люди, которые занимаются информатизацией образования и имеют конкретные результаты. Значит, по содержанию доклада были тоже разного уровня. Вопросы, посвященные высшей школе, вопросы, посвященные преподаванию информатики в нашей базовой школе, в основной школе. Были темы, которые посвящены методической поддержке учителей, в частности, использование сайта строительства для своей работы профессиональной. Очень красиво и эффектно выглядело выступление группы наших студентов. Это физико-технический факультет, группа студентов, которые работают над, можно сказать, проектом, потому что их сайт, изначально представлявший из себя информационную такую оболочку о своем факультете, превратился действительно в рабочую зону, где происходит обсуждение не только внутренней жизни факультета, но и проблемы учебного характера и преподавания выносятся на этот сайт, и в нем принимают участие практически все, кто связан каким-то образом с физико-техническим факультетом. Это и преподаватели, и студенты разных факультетов. Я хотел бы особо отметить доклад Галины Викторовны Пчелкиной. Это технологический лицей, сейчас это лицей при университете. Это обычный учитель химии. Ну, может быть, слово «обычный» я плохо сказал, но это современный, наверное, нужно сказать, или передовой учитель, который понял, что для того, чтобы было жить лучше и ей, и студентам, нужно организовать свою работу иначе. И вот ее первый опыт, который сложился буквально последние 3 месяца, привел ее к тому, что вот она создала замечательную оболочку, которая, по всей видимости, получит свое развитие. Это сайт учителя химии. Я советую всем посмотреть этот сайт. Адрес этого сайта находится в интернет-зеркале нашей конференции. По ее докладу можно выйти. Сайт называется «Химуля». И вторую работу, которую я еще раз тоже хотел бы прорекламировать, это проект студентов. Адрес этого сайта тоже имеется в интернет-зеркале нашей конференции fiztech.ru. По докладу студентов можно выйти на этот сайт и посмотреть его содержание. Есть пример, есть очень хорошие примеры использования для общения, для воспитательной работы, примеры информационного характера, как организовать информирование на факультете, и использование в учебных целях. В частности, просто хорошая очень подборка видеофильмов, которые сопровождают учебный процесс на физическом факультете. И другие доклады тоже были не менее интересными. Обсуждали мы достаточно интенсивно, много, и хотя было 8 человек всего выступающих, 9, извиняюсь, человек, но обсуждение длилось чуть ли не 4 часа у нас подряд. Значит, среди проблем, которые не зависят от нашего, так сказать, решения, нашей воли, это, конечно, проблемы, связанные с организацией учебного процесса. И в школьном курсе информатики, и в университетском курсе информатики, в частности, для факультетов, которые по своей специальности не связаны с математикой, с физикой и информатикой, так называемые нематематические специальности. Эти проблемы, как правило, сводятся к балансу между теоретическим и практическим, это во-первых, а во-вторых, к процессу непрерывности, то есть переход от школьного уровня знаний по информатике и компьютерным технологиям к тем знаниям, которые требуются в университете. Я еще раз хочу поблагодарить
всех участников секции, сказать, что вы молодцы, что вы делаете очень хорошее дело, и огромное вам спасибо и успехов.